Николаевич Скрябин, наш первый якутский композитор, который учился в Московской консерватории, первый основатель хора, якутского хора, первый основатель ансамбля «Хомусисты», первый основатель оркестра музыкальных инструментов. Он кругом был первый. И у нас по Чапалова 4 амбар. И в амбаре вот такие балки, кругом гвоздики. И на этих гвоздиках висели инструменты. И я как-то зашла с папой в амбар. Инструменты. Я говорю, папа, тут сколько инструментов? Он говорит, ну оркестр 2 посади, 2 оркестра, каждому достанется инструмент. Какие люди, да? И поэтому, как бы переводя вот это вот все на сегодняшний день, мы хотим сказать, что какие были хорошие, богатые люди. Они имели образование, они имели культуру такую, которую у нас сейчас нету. И бабушка все время следила, чтобы мы, маленькие дети, соблюдали вот эту культуру. И не дай бог, если, например, там кто-то это, и мы не так приняли. Вот такие вот репрессивные дела. Теперь, значит, тетя Люба, она работала где-то финансовым казначеем, что ли. У нее была гимнастерка, у нее был тут ремень, а вот тут висел наган. И она вот так ходила на работу. А сын ее, Юра, оставался с нами в этом, мама уходила, мы тут сами дети, и она все время вот, и она такая была строгая, такая была собранная, такая была прямо это, да? А мы не столько ее боялись, сколько этого нагана боялись. Женщина с наганом, но она его дома снимала, вешала на вешалку, и вот так ходила. А тетя Вера, по сравнению с тетей Любой, совершенно другая. Мягкая, добрая, ласковая, такая вся домашняя. А тетя Люба вся такая, прям строгая такая все это, да? И у тети Веры была дочь Валя. И вот они вместе приезжали. И тетя Вера, когда приезжала в Якутск, в Якутском она приезжала, она какие-то дни она уходила и говорила мне: Вика, посмотри за Валей. Я пошла. И она уходила где-то часа на 2 или 3. Ну, я маленькая, что я буду, куда она ходит. А потом однажды, когда я уже подросла, она также вот ушла, пришла, просила разрешения вернуться мне в Якутск. Мне не разрешили. И поэтому я, говорит, сегодня уезжаю, и уже больше, наверное, сюда не приеду. Она действительно уехала и уже больше к нам не приезжала. Потому что она хотела переехать это сюда, в Якутск, и они с папой все разговаривали, а папа ей говорил: переезжай, вот там будет комната, все это будет. Ничего не получилось. Вот какие отголоски. Отголоски 1937 года. Это вообще репрессии, это страшное дело. А репрессии все эти усилились. Папа вместе с Адамом Васильевичем Скрябиным поступил в Московскую консерваторию. Скрябин закончил Московскую консерваторию, и папа тоже хотел закончить Московскую консерваторию. Со 2-го курса, когда началось гонение на Скрябина, его сразу отчислили из консерватории. Можно сказать, выбросили на улицу. И он, когда приехал, как уж они там добирались до Якутска, неизвестно, но, наверное, родственники помогли. Он, когда приехал в Якутск, ему нечем было, он же музыкант,
И он вынужден был пойти в школу преподавателем рисования. Он хорошо рисовал. И картины лежат у нас дома. А потом он закончил педагогическое училище, а потом он закончил педагогический институт и работал все время преподавателем русского языка и литературы во второй нашей национальной школы. Это гимназия, которая сейчас это вот. Еще вел уроки чтения и уроки рисования. Вот какое потомство, прямо творческое такое, которое не сидит и не ждет там это, несмотря на все эти репрессии, на все это. И поэтому все время были в трудах. И папа это держал в комнате, у нас в большой комнате висела скрипка. Скрипка висела. И она висит в комнате, а я, так как я дом убираю, бабушка мне сказала: берешь эту скрипку, всю мягкой тряпочкой протираешь, все это убираешь и снова вешаешь. Вот я смотрела за этой скрипкой и все думала, что она висит, что она так просто висит. Оказывается, это было не так-то просто в те годы. Во-первых, скрипка, это связанная со Скрябиным, все это, да. Скрипка связана с Аросиными. Аросины не так-то просто. Это, знаете, это была бомба, когда вдруг обнаружили, что в городе живут потомки Аросиных. Ой, как гоняли, как гоняли. Это, ребята, это надо пережить. И не приведи Господь, мне бабушка говорила, я буду спрашивать, кто ты такая, никогда не говори, что ты Аросина. Я говорю, хорошо. Ну, я маленькая, что, конечно. А что было интересно, у нас временами появлялся одноглазый уйбан. Его звали. Ну, он иногда холодчиком, иногда это, но он приходил помогать домой. Домой помогал все бабушке. И бабушка отправляла нас с ним в ближайший магазин за хлебом. И мы идем с этим Иваном, а Иван все знал, вот эти вот, всю родословную, все. И я иду, а он идет где-то, ну, шагов 6 далеко от меня. Я говорю, ты что идешь там? Иди сюда ко мне. Он, нет. Господи, ну ладно, иду, маленькая девочка, иду за хлебом. Опять он, Иван, иди сюда. Нет. И потом я остановилась, а он остановился и стоит. И вдруг он мне говорит, ты хозяйка, ты Аросина, иди впереди, не останавливайся, а я тебя буду караулить. Вот он шел и меня караулил. Я беру хлеб, а он, это хлеб тяжелый же, булки все это большие были. Он берет этот хлеб, несет его, идет сзади меня. Мы приходим во двор. Ну это комедия. Как только открылась калиточка, и я ступила на свой двор, и он ступил, и он бежит впереди меня с этой булкой, уже бежит бабушке отдавать эту булку. А я ему говорю, ой, бабушка, сама найдешь. Сама кричит. То он со мной идет, не подходит ко мне. Хозяйка, ты хозяйка, иди. Ты Аросина, иди. Вот, да? А когда приходим во двор, ты уже и не Аросина, ты уже и не хозяйка, ты уже и просто маленький ребенок, который сходил за хлебом. Вот такие были моменты. Это вообще, ребята, те года, это надо пережить и воочию все это чувствовать и понимать, почему это так идет. И когда это получилось так, что исчезли все, как бы, ну, никого нету, папа работал в этой школе, работал преподаватель
черчения, рисования. Тогда у него еще не было этого образования такого, да, и он ходил. А надо было жить, надо было содержать репрессированных оросин, которые переехали в город немножко, там жили. И я ходила с бабушкой, относила им вот это, да. И что вы думаете, папа делал? Папа уходил в среду и в субботу. Уходит и уходит вечером куда-то. Ничего не могу понять. Ну, я и не интересовалась. Однажды, когда вот это он ушел, где-то поздно вечером, я пошла по своим делам на ведерочку. Иду и смотрю. Мать честная, стоит стул, на стуле лежит скрипка, вот, открытый футляр, а в футляре деньги, деньги, деньги. Я забыла про все. Бабушка мне говорит: иди, куда ты шла? Я пошла, потом обратно вернулась. И босиком, все босиком, бабушка говорит: одень валенки. Я одела валенки, и она считает эти деньги. Тройка к тройке, пятерка к пятерке, десятка к десятке, 25. Вот так вот все. Этими, да? Я быстро поняла эту систему, начала ей тоже помогать все это. А она разогревает чай и дает папе чай попить. И он уходит, и мы все это сами с ней. Потом она бумажками все эти обкладывает, все это, да, и убирает. Ну, деньги, есть деньги, да. И когда мы однажды вдруг, она мне говорит: Вика, завтра идем в Прасковье. Ага. А в Прасковье надо идти. Это Аросино же Прасковье, да? Это нужно умыться, одеть чистое платье, привести в порядок голову, ну все как полагается. Все это, да, и мы идем. И когда мы приходим туда, они там, это, богатые люди были же репрессированы. Сейчас только... Вот отсюда начинаем. Вот так, вот сюда, вот так. И вот так. Закуток. Вот так. Вот такой это, уголок, вот такой, да? Там стоит кровать, и стоит тумбочка, и стоит стул. Все. Больше ничего нет. Ни стола, ничего. И вот это репрессированные оросины у всех дома все эти забрали, а их вот бросили вот в такой закуток. И вот там Прасковья. И они с бабушкой о чем-то разговаривают. Я тут бегаю туда-сюда, посмотрела, это коридор не выхожу, по комнате этой толкаюсь, мне уже тесно, мне надо выйти на улицу. Ну, потом сяду и сижу. И смотрю, бабушка, вот эти вот деньги, которые мы вот так вот, она, Прасковья, и Прасковья берет эти деньги. То есть люди, потомки, это еще взрослых оросиных, они оставались совершенно без денег, абсолютно без денег. И папа зарабатывал вот этой скрипкой среда и суббота. Бабушка все это складывала, и мы с ней носили. И я уже знала: Вика, собирайся, идем в Прасковье. Как хорошо. Я иду к Прасковье, она меня обнимет, она меня понюхает, посмотрит мою голову, уши мои проверит, чистая я или нечистая, да? Бабушка ей сунет вот эти вот деньги, и вот на эти деньги они жили. Вот так вот, ребята. Это не так просто пережить 1937 год. А все получилось из-за того, что Скрябина, когда он учился в Москве, и это учился уже, заканчивал консерваторию, все это, он самостоятельно все это делал, да? Его быстро взяли на учет, Скрябин, да?
И он вдруг ни с того ни с сего какой-то якут, скрипач, что-то там вообще играет что-то такое. Мало того, что играет, еще и это, и одет он был, кстати, неплохо, да? А потом стали узнавать родословную. И вот тут выплыли Аросины. Это, оказывается, связь Аросины, Скрябины, и вот тут началось. И вот тут его раз, и сразу же его забрали. Но это потом я вам, потом как-нибудь расскажу. Сегодня я вам расскажу совсем другой материал. Всю жизнь мне папа говорил: Вика, ищи Скрябина, ищи Скрябина. Куда я только не писала, что я только не писала. По всему Союзу, переписка, переписка, переписка. Приходит адресное это, написано, не значится, не проживает, не прописан, все это, да. И потом как-то мне тетя Вера сказала, когда я маленькая была, она сказала: Вика, ты не найдешь это Скрябина, потому что все это связано с Аросинами. Аросины основной, а тут еще Скрябин, какой-то скрипач. Вот тут вот, да? Вот. И когда я училась в Ленинграде, я пришла однажды с занятий, все это, и вахтер Валентина Ивановна, она это была из ленинградцев, которые пережили репрессии и которые пережили блокаду. И она мне как-то говорит: Вика, иди-ка сюда. Она вахтер, я сижу. Подошла к мне, она говорит: тебе пришло государственное письмо. Я, говорит, расписалась за него. Вот тебе это письмо, тебе адресованное. Иди смотри, что там. Я вообще испугалась. С какой стати какое государственное письмо? Ну, пошла к себе на этаж. Пошла на этаж, распечатала, смотрела долго на него, потом распечатала и читаю. Скрябин Адам Васильевич в Москве и Московской области не прописан и не значится. Хорошо. Второе. Скрябина Мария Петровна проживает в Москве, район ВДНХ, улица такая-то, квартира такая-то. Мать честная, я нашла ее. И я вообще была ошарашена. И думаю, что же делать. А потом я сказала: все, я еду в Москву. А училась в Ленинграде. Ты объясни, какая Мария Петровна. Вот, скажи. Мария Петровна – это вторая жена Адама Васильевича Скрябина, с которой он познакомился в Москве и на которой он женился. Я вот сейчас вам пущу папочку, вы тут все смотрите, да? Вот здесь вот фотография Адама Васильевича, его фотография с супругой Марии Петровны. Это вторая жена. Первая жена, она была из Хангаласского области. И вот здесь вот потом уже, просто сразу, чтобы не отвлекать внимание, когда было 100 лет Адаму Васильевичу Скрябину, на улице Чапалова, 4 открыли мемориальную доску. И вот и вообще вот это вот все столетие, вот здесь вот посмотрите. И начинала это всю историю про Адама Васильевича Скрябина наша Галина Михайловна Кривошапка. Вы ее все прекрасно знаете. Вот, вы посмотрите. А мама дальше продолжит. Поэтому я не боюсь. Пока это. Я расскажу, а потом вы смотрите. Я поехала в Москву, приезжаю в Москву, и это нашла этот дом, прихожу в этот, смотрю, вот так вот написано, звонки, кому звоню, открывает дверь русская женщина, я говорю: я к Скрябину. Она говорит: звоните 2 раза. И ушла, ворчит, типа того, ладно, ворчит. И потом, значит, приходит Мария Петровна Скрябина, появляется передо мной. Ребята, это было что-то. Она как меня увидела, я же якутка, она как меня увидела, она
вот так вот руки сбросила и закричала: нет, нет, нет. И сразу это подставила, стала закрывать дверь. Но я потом поняла, я говорю, если бы я была не Аросина, она бы передо мной дверь закрыла. Но так как я Аросина, я быстро подставила ногу, и она дверь-то не закрыла. И я ей говорю: я знаю, что я пришла не вовремя. Назначьте день и час, я подъеду. И она машинально ответила: четверг, 3 часа. Хорошо, все, до свидания. И я ушла. А что значит четверг, 3 часа? Это я пропускаю 4 дня занятий. А если я пропускаю 4 дня занятий, это вообще меня гоняют, и это все. А я училась очень отлично. Ну ладно, дождалась. И хожу, и когда подошла, у нее 8-й этаж. Ребята, я поднимаюсь на 8-й этаж пешком. Лифт работает, а я иду пешком. Надо было как-то видимо, подняться, настроиться, все это, да. Поднялась. И что вы думаете? Звонки, и вдруг висит табличка и написано: Скрябина. Звонить 2 раза. Вот. Я когда увидела, я сказала: меня ждут. Позвонила 2 раза, вышла Мария Петровна, открыла: здравствуйте, здравствуйте, заходите. Значит так, была Мария Петровна, была дочь Адама Скрябина, Наталья Адамовна, была сестра Марии Петровны, Любовь Петровна, и был зять. Это Наташи. Ой, какая у них началась такая вот. И очень нервничала эта Наташа, дочь Адама Васильевича. Что-то она там говорила, ходила. У них 2-комнатная квартира. Она то в эту комнату зайдет, то в ту комнату, то сюда. Но меня провели, я уже села и сижу. И такая суета, и все как-то так немножко нервничали. Потом, значит, эта суета утихла. Когда эта суета утихла, мы стоим с Марией Петровной. Ну, это, знаете, это вообще никому не передать. Я смотрю на нее, она смотрит на меня, и оба одновременно в голос друг другу говорим: где он? Вот. Вопрос: где он? Она. И я тоже. Она молчит, и я молчу. Сели, посидели. А потом потихоньку началось. Она говорит: это... Так его, говорит, нет. Я говорю: Мария Петровна, 37-й год, Магадан. И она: вот так вот, да? А потом, значит, мы сидим, и она... Я говорю, оказывается, она была в Якутске на 8-м месяце беременности. И когда Адам Васильевич ее провожал, он ей сказал: езжай, рожай, к рождению ребенка я обязательно буду в Москве. Ей 8 месяцев, и через месяц его взяли. Все, и пошел в Магадан. А ни переписка, ничего, все же было запрещено. И она осталась в неведении, совершенно в неведении. И родилась Наташа, все это, да. А потом у нее началось, это у ней начался 37-й год. Ее не брали никуда на работу. Ее не брали никуда на учебу. Ей вообще не разрешали даже полы мыть, чтобы заработать. И сестра была вместо нее там это, а мыла полы Мария Петровна. Потом каким-то образом она все-таки поступила учиться в педагогическое училище. Она закончила педагогическое училище, закончила пединститут. И когда мы с ней встретились, она руководила большим детским комплексом.
в Москве детский сад и школа. Ну и дальше это первые классы, там это. Вот через какие эти мясорубку прошла эта женщина. И потом она, и мы долго сидели, молчали. Потом она мне задала вопрос. Где Коля? А Коля мой папа. Я говорю, Коля живой. Я говорю, я Колина дочь. Она говорит, Колю не взяли? Я говорю, нет, не взяли. Она говорит, слава Богу, хоть Колю не взяли. И она все говорила, Коля, надо встретиться, надо поговорить. Вот вся такая это, немножко всколыхнувшаяся, все это. И говорит, как ты приехала? Я говорю, я взяла билет и приехала. И мы с ней сильно много не говорили. Это же потрясение. Потрясение у ней. В семье потрясение. Все ходили прямо как это, на нервах. У меня потрясение. И мы с ней обменялись телефонами. Я ей сказала свой адрес, все записала ее. И сказала, все, я поехала. Мне надо ехать в Ленинград. Я пропустила 4 дня. 4 дня это отчисление уже, все. Ой, что вы думаете, поднимаю регистрацию в Ленинград, и впереди меня идет, мать честная, наш профессор, который читает нам социальную психологию. Я сказала, все, я пропала. Меня же нет на занятиях, а я где-то тут, по Москве, да еще на самолете. И прилетели мы так, и он мне уступил дорогу, все это, все. Я пришла и уже сказала, моя подружка, ну, говорит, переполох. Какой, говорит, идет переполох? Улетела, нет, где она, что она? И потом я ей сказала, все, мне не видать ни отлично, ни хорошо, это будет удовлетворительно, это предмет социальная психология. Вот. И когда наступил день сдачи экзамена, я взяла билет, как всегда, села. И он мне говорит, что вы делали в Москве? Ну, у меня выхода не было. Я так вкратце немножко рассказала, что вот это, мой дядя, вот это, вот так вот, 37 год, все это. Что вы думаете? Профессор встал, пожал мне руку, сказал, молодец, спасибо за работу. И всем остальным, которые там сидели, говорит, вот так надо работать. Давайте вашу зачетку. Поставил мне отлично и отпустил меня. Вот такие события разворачивались уже после того, как ушел и ушли и Аросины, и ушел Скрябин, вот тут вот. Поэтому, знаете, это не так-то просто. Аросинские дела. Вот я проводила аросинские духовности, это сезоны, да? Ой, как я немножко нервничала, всякое могло быть. Могли прийти за мной, могли забрать, могли вызвать туда-сюда. А осенью это не так просто. И поэтому я, когда приезжаю сюда, я так радуюсь, что у вас тут вот все это вот так вот. И чтобы как-то все строите, что-то вы делаете. Вот Прокопий открыл сквер, это Аксюкелях это все это сделал. Вот. А это же все одна плеяда, одна плеяда. Они же все вместе жили, работали и уходили в Магадан и возвращались с Магадана. Вот. Поэтому я сегодня хочу вам рассказать, что говорю вам сегодня. Да, Адам Васильевич Скрябин был репрессирован. Да, вот это. Да, папу таскали туда-сюда. Папу тоже репрессировали. Но мы выжили. И мы живем. И живем мы, надо сказать, неплохо. У вас все сделано. Мы все получили высшее образование. Нас гнали из жизни, мы живем. Нас гнали из культуры, а мы заканчиваем все по культуре.
Нас гнали из театра, а Марина Александровна отработала в театре 20 лет балериной. Закончила Пермское хореографическое училище, как мы туда тоже поступали. Приехала в Якутск и отработала 20 лет ото дня до звонка. Вот. Да, она все гнали, а потом, когда она там отработала, ей поступило предложение поработать в правительстве. В одной из структур правительства она еще работала. А я все время тоже кручусь что-то в правительственных кругах. И поэтому, когда я встречаюсь с людьми и о чем-то говорю, у меня сразу спрашивают: а вы кто такая? Я говорю: я Росина. Все. Все вопросы закрыты. А Росина, это Скрябина. Ничего себе! Два таких рода сошлись, и два таких рода дали такое потомство. В итоге у нас получилось так, что моя внучка на сегодняшний день живет в Москве. Адам Васильевич хотел жить в Москве, его гнали. Папа хотел жить в Москве, его выгнали. Живет вот наша внучка в Москве и работает в одном из иностранных посольств. Владеет языками. Все это свободно она, образована, получила несколько образований. Вот как повернулась история эта. Видите как? И поэтому я сегодня могу сказать: Аросины — это Аросины. Но какой клад они заложили. Они же клад заложили. Вот в нас, в Аросиных, лежит клад. И этот клад потихоньку выдает. И поэтому гордитесь, дорогие мои, гордитесь тем, что вы сохраняете память о том, что я приезжаю сюда, вот мы ходим там туда-сюда. Гордиться надо. И думать о том, что, наверное, никогда эта линия Аросиных никогда не уйдет отсюда. Здесь корни. И здесь будут появляться новые Аросины, и здесь будут появляться еще новые мысли, и все это здесь будет именно здесь, потому что решето мы уже прошли, а теперь пойдет все благость, благость и благость. Вот так, дорогой мой. Хочу вас внимательно послушать. Все это, как вам сказать, все это уже переосмысленно, и потом я писала это совершенно на таком вдохновении, когда меня оскорбили к 4-му разину. Мне сегодня в 4-м указали на русский. Цены, я говорю непонятно по-русски. Сколько вопрекитом было зависти, злости, сколько было поклонения власти. Окрик тот, говорите по-русски, деду, прадеду говорили в 20-м. Окрик тот, говорите по-русски, мой отец пережил в Магаданском этапе. А сегодня, в 2003-м, чья-то злая душа окрик тот повторила: говорите по-русски, говорите по-русски. Я в ответ говорю, что мой прадед Аросин содержал сильных русских в Улусе. Я в ответ говорю, что отец мой по-русски обучил не одно поколение русских. Я в ответ говорю, что мой русский был мне дан в 18 веке. Говорите по-русски, говорите по-русски. Люди вновь захотели проклятия. Совесть и честь продали все. Вновь захотели проклятия. Говорите по-русски, говорите по-русски. Вот, все, да? И вот в этом стихотворении
Сказано абсолютно все. Абсолютно все. И не надо больше ничего как бы говорить. Там и 18-й год, там и это, там и 37-й. Все. Это в миг все писалось. И еще одно я вам прочитаю, чтобы вы знали. Это вот современно. Нарисуйте мне совесть. Я прошу. Нарисуйте нам совесть. Если совесть большая, нарисуйте большую. Если совесть в полоску, нарисуйте в полоску. Нарисуйте нам совесть. Я прошу, нарисуйте нам совесть. Может, совесть горошек? Нарисуйте горошек. Но в ответ тишина и в ответ пустота. Чтобы совесть полотна легла, нужно, чтобы рука изнутри очень чистой была. Чтобы совесть на краске легла, нужно, чтобы душа изнутри очень чистой была. Нарисуйте нам совесть, нарисуйте мне совесть. Вот так вот. Совесть-то не так-то просто нарисовать. Конечно, конечно.